За сутки выявлено 97 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе город Якутск 68, остальные приходятся на районы республики. Хотела бы особое внимание обратить на каждый из них. В Намске это 8 новых случаев, Хангаласский 6, Нижнегринский 5, Хангаласский 3, Алданский 2, Ленский 2, Татинский 2 и Усть-Алданский 1. Если непосредственно говорить о ситуации, которая у нас складывается в промышленных районах, то необходимо обратить внимание на ту ситуацию, которая сегодня, к сожалению, начинает появляться в Нерюнгри. В Нерюнгри, соответственно, значит, есть определенного рода группа, которая у нас не характеризуется ни семейными, ни корпоративными, значит, не является ни семейным, ни корпоративным очагом. Значит, выясняется ситуация, откуда появилась, значит, откуда у нас появился первый заболевший. Но на настоящий момент по Нерюнгри проводится весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий для того, чтобы так же, как и ранее, по Нерюнгри всегда работа проводилась очень четко, заблокировать непосредственно и сам очаг коронавирусной инфекции. Значит, мы определились и главным врачом Нерюнгринской центральной районной больницы по состоянию больных. Главный врач будет выходить и постоянно давать, значит, непосредственную информацию. Что касается Хангаласского улуса, необходимо обратить внимание, если ранее у нас, значит, непосредственно в основном инфекция развивалась сюда, в сторону города, это касалось непосредственно самого Покровска, то сейчас у нас вирус уходит в сторону Максигалуха, и, соответственно, значит, на производственном предприятии есть определенного рода группа заболевших граждан. Также определился уже круг контактных лиц и проводится соответствующая санитарно-эпидемиологическая работа. Что касается Алдана, это, в общем-то, понятно было, что у нас в любом случае с определенными признаками вовремя поступивших в провизорное отделение работа еще одного из недропользователей, значит, у них будет подтвержденный ковид, и вот, соответственно, значит, сегодня оно в статистику как подтвержденный ковид вошло. Ленский район также непосредственно он характерен для 2 человека. Значит, сегодня у нас вошли в статистику по причине, прежде всего, того, что они уже были заболевшими и находились в провизорном отделении. Что касается Таты, Усть-Алдана, Мегина, Кангаласского и Намского районов, то я хочу обратить внимание, что все-таки продолжают, я уже не раз об этом говорила, продолжают непосредственно идет распространение через приезжих детей на каникулах. Поэтому очень внимательно ту программу, которую мы сегодня уже ввели, Министерство здравоохранения, Министерство образования республики, по поводу профилактического осмотра детей, которые приезжают на каникулы, должна строго соблюдаться. Пожалуйста, все, кто отправляет детей в районы, обращайте внимание, что вы отправляете к людям старшего поколения, каковыми являются ваши родители. Безусловно, это семейное дело, но, пожалуйста, более четко и более внимательно относитесь к вот подобного рода направлению детей. Дети сегодня непосредственно, безусловно, находятся у нас. Значит, на каникулах Министерством образования проводятся различного рода разные дистанционные формы отдыха детей, но хотелось бы, чтобы непосредственно вот эти вот семейные очаги большие, они у нас наконец-то в республике прекратились. Ну, как я уже обращала внимание, крен заболевших, и уже, по сути дела, 68 город Якутск из 97, 20 случаев, чуть меньше 20 случаев у нас переходит на даже 30, да, получается, 30 случаев переходит в районы республики. Хотелось бы, чтобы все-таки у нас работа проводится непосредственно оперативным республиканским штабом, оперативными районными штабами, для того, чтобы все действия соблюдались и соответствующие меры, прежде всего, значит, меры масочного режима, масочно-перчаточного режима, меры санитарной обработки помещений, меры социального дистанцирования, они особое значение сейчас имеют и должны очень четко проявляться. Уважаемые, значит, участники сегодняшнего брифинга, на сегодня я хочу сказать, что в День медицинского работника я хочу прежде всего благодарить
всех наших врачей, которые работают и в первичном звене, и прежде всего в первичном звене, потому что на наши районные, на наши сельские, поселковые больницы легла колоссальная нагрузка. Это Инамская центральная районная больница, и Мегино-Кангаласская, и Нерюнгринская, и Хангаласская, и Алданская, и Ленская, и Татинская, и Усть-Алданская, и Вилюйская, Верхневилюйская, Чурапчинская, и Сунтарская, которые уже справились. Но именно для нас первичное звено в лечении коронавирусной инфекции является базовым, и наши врачи оперативно показали умение разворачивать койки и, соответственно, лечить наших больных. Что касается Якутского инфекционного стационара, то, безусловно, это уже и второй уровень, и более высокий, но непосредственно, свое испытание на прочность они у нас прошли. Что касается непосредственно, если исходить из того, на 18 июля у нас вылечено 89 человек. Вообще за весь период новой коронавирусной инфекции у нас вылечили наши врачи 2286 пациентов, порядка 65% от общего количества, которое у нас сегодня шло по данным территориального управления Роспотребнадзора. Уважаемые коллеги, мы продолжаем оказывать помощь, оказываем ее как в инфекционных стационарах, так и амбулаторно. Лето, оно неминуемо приходит, и, безусловно, есть определенного наши традиции, есть наши какие-то определенного рода, летние, так сказать, сложенные прежде всего в семье обычаи поведения. Поэтому очень хотелось бы, чтобы при нашем особенно затянувшихся, у нас будет достаточно долгий период праздников, все-таки очень четко соблюдались нормы, которые не дают возможности нам распространять эту инфекцию. К сожалению, мы видим, что ситуация на настоящий момент не снята, ситуация является напряженной. Готова ответить на ваши вопросы. Валерьевна, добрый день, Петр. Да. Я бы хотел уточнить информацию по Мирнинскому району. Вчера вечером, по данным Центра гигиены и эпидемиологии района, там было предварительно положительных 18 больных. Какая ситуация на сегодняшний день? Подтверждения их сегодня еще нет. Как только будет подтверждение, они войдут в сводку, непосредственно в зависимости от того, сколько будет подтверждено. Наши районные лаборатории работают по первичному выявлению, у них идут предположительно положительно. Те, кто с нами, когда мы вообще уведем эти все разговоры, что власти умалчивают, республиканский штаб чего-то не знает, районные штабы знают больше, сразу вспоминайте историю с нашим первым больным. Мы практически неделю ждали, когда подтвердится или не подтвердится его анализ в городе Новосибирске. Здесь та же самая история. Первичное звено у нас где-то есть, лаборатории где-то нет, но меры сразу медики принимают. Поэтому какого-то такого злого умысла или еще чего-то для того, чтобы снизить цифры. Никуда эти цифры не снизить. Больные есть больные, их нужно лечить. Они у нас все сегодня на койках лежат. И лечатся успешно нашими врачами. И у меня еще один вопрос по поводу работы магазинов и открытых общественных пространств. У нас как будет организовано в ближайшие выходные? Будут ли закрыты, будет ли там проводиться санобработка? Да, санобработка является и будет являться непосредственно обязательным условием по магазинам. Каждое муниципальное образование принимает решение самостоятельно. Но я много раз говорила, еще раз обращаю ваше внимание. Открыться в тех же условиях, в которых раньше магазины, парикмахерские, иные учреждения работали на тех условиях, на которых работали раньше до ковидного периода, практически невозможно. Новые санитарно-эпидемиологические правила, соответственно, и новые требования, которые будут позволять не распространять инфекцию. То есть магазины закрываться не будут? Каждый глава муниципального образования принимает такое решение самостоятельно.
Я приветствую, например, решение главы муниципального образования Солдатского района, Анюрбинского района, которые приняли решение при возникновении международного распространения, значит, там, закрыть магазин, договорившись со своими предпринимателями, как таковыми, и сделать соответствующую санитарную обработку. Все понятно, у меня вопросов больше нет. Спасибо. Спасибо. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Юлия Бочкарева, Кавказ. Прокомментируйте, пожалуйста, информацию, то, что глава Нерюнгринского района госпитализирован с подозрением на коронавирус. Спасибо. Да, глава Нерюнгринского района Виктор Николаевич Станиловский, мы очень переживаем за его здоровье, в настоящий момент находится в провизорном отделении инфекционного отделения Нерюнгринской центральной районной больницы, и, соответственно, мы ждем по нему, так же, как и по любому другому гражданину Нерюнгринского района, который находится либо в провизоре, либо есть какие-то у него определенные признаки, значит, соответствующего теста и анализа. И я думаю, что Виктор Николаевич, в любом случае, мы с ним разговариваем практически каждый день, дальше продолжает и осуществлять руководство, и о своем состоянии здоровья готов доложить и докладывает жителям Нерюнгринского района. Спасибо. Добрый день, у меня такой вопрос. У нас 20 на 21 будет, наверное, первый раз в истории Якутии все районы будут одновременно праздновать ИСЭХ. Это первое. И 22 числа у нас День скорби. Будут ли какие-либо, наверное, ограничения введены? И как это будет выглядеть, я имею в виду по контролю? Одновременное празднование на территории практически каждого муниципального образования по ИСЭХам приняли свое решение либо о переносе, либо же, значит, об изменении формата. Поэтому в данной ситуации формат такого дистанционного непосредственного проведения национального праздника ИСЭХ, я бы, наверное, не сказала, что онлайн, да, потому что все-таки ИСЭХ – это праздник встречи лета, вот оно у нас на улице, но оно и у каждого в душе, особенно в якутских семьях. И, безусловно, пожелания, которые лежат в основе непосредственно этого праздника, я думаю, что каждый из нас друг другу отправит, и в семьях в том числе. И поэтому, конечно, он будет у нас особенный такой, но я думаю, что он запомнится надолго. Поэтому все меры также они будут зависимы от поведения в семье. Я имел в виду, уже объявлено о том, что будет прямой эфир. Там и глава сказали, будет, если касаемо городского округа, город Якутск. Я имею в виду, может, заранее людей предупредить, чтобы они туда не приезжали или оставались дома? То, что у нас непосредственно нет организованного проведения ИСЭХа на территории, в том числе города Якутска, так же, как и в остальных муниципальных образованиях, это действительно принятое решение. Более того, мы рекомендуем не проводить корпоративные ИСЭХи. И, соответственно, уже семейные праздники, как таковые, семейные поздравления друг друга, хотелось бы, чтобы люди провели, безусловно, с соблюдением социального дистанцирования. Пусть камелек, который вам бы хотелось зажечь в каждой семье, именно непосредственно в день праздника нашего благосостояния, зажжутся в каждой семье. Но я думаю, даже если мы зажгем с вами камельки непосредственно одновременно, и если они будут у нас не объединены, может быть, общим, да, непосредственно, но общее нас объединяет, мы всегда должны быть вместе.